Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Это будет что помогать, что мешать. Карта для отношений, для работы, для финансов и карта итога дня. Подсказывать будем на метафорической колоде сегодня. Итак, у нас выпадает рыцарь мечей. Карта очень такой сильной подвижной энергии, когда нам нужно все успеть, когда у нас должна быть цель, какое-то расписание, какие-то очень важные дела, которым мы посвятим свое время, да. То есть мы можем сегодня распылиться на какие-то мелочи и не достичь главного, к чему мы стремимся, да, а можем сконцентрироваться, действовать по плану и решать только самые важные дела, потому что, скорее всего, будет такой поток, вал дел, информации, за которые нужно будет, вернее, захочется ухватиться, да, вот, но нужно обязательно отсеивать то, что важно, то, что не важно. А также по мечам очень часто какая-то вот у нас скоростная тема, да, то есть здесь может быть превышение скорости на автомобиле, здесь может быть излишняя спешка в обработке какой-то информации, в подготовке документов, то есть будьте очень осторожны, если вы завершаете какие-то сделки, читайте внимательно документы, либо приглашайте специалиста, который все проверит до буквы, да, до последней запятой, чтобы все было в дальнейшем в порядке, чтобы не было никаких проблем. А также карта говорит о том, что можно сегодня организовать поездку куда-то недалекую и ненадолго. Это принесет вам какой-то успех. Может быть, вам предлагают командировку, вы сомневаетесь, да, вот нужно соглашаться, потому что действительно для вас это будет удачно и выгодно. Также это карта, которая говорит о том, что может быть какое-то продвижение по службе, достижение каких-то карьерных целей, высот. В общем, знаете, сегодня нужно полагаться больше на разум, чем на чувства, да. И эмоции будут такие, скорее всего, неожиданные, яркие, да, вот за эмоциями тоже не следует как бы идти, да, потому что они могут привести неизвестно куда. Вот видите, у нас тут рядом семерка чаш, и у нас рыцарь мечей скачет прямо на эту семерку чаш. То есть есть какие-то соблазны, есть какие-то желания, которые, знаете, вас уведут не туда, куда нужно. Да? То есть будет очень сильно вести эмоция. Поэтому вот будьте осторожны. Все время включать нужно разум и думать, хорошо это для меня в будущем или плохо, чем это как бы закончится, да, во что это выльется, как это отразится и так далее. То есть могут быть такие, знаете, очень сильные желания, которые, ну, как бы не совсем нам полезны. Кроме того, вот по этой карте очень часто, знаете, бывают какие-то очень быстрые договоренности. Вот, допустим, вы не рассчитывали даже, что сможете с кем-то там познакомиться, созвониться, договориться, подписать какой-то документ, а здесь вот все получается. А также карта говорит о том, что можно учиться ездить на машине, да, на автомобиле, на велосипеде, на роликах и так далее. Прям вот день способствует тому, чтобы мы в таком движении были, обучались, да. Может быть, это получение прав у кого-то на вождение автомобилем, либо это просто еще обучение только, да, еще не получаем права, только еще учимся. А также карта, которая говорит о том, что хорошее время для того, чтобы посетить какие-то лекции, да, может быть, это будет лекция через интернет, да, может быть, какие-то консультации и так далее. То есть очень хорошее время для того, чтобы впитывать какую-то информацию, особенно если вы знаете, для чего вам это нужно, да, это будет очень полезно. Хорошо писать что-то, говорить о чем-то, если, допустим, вам есть о чем сказать, если у вас какая-то есть цель выступить перед аудиторией, то это вот замечательно просто будет получаться. Решать вопросы с выбором школы, учебного заведения, там, колледжи и так далее, тоже хорошее время для того, чтобы вот достичь того, чего вы хотите. Хорошее время для того, чтобы заниматься какой-то полезной деятельностью, да, помогать кому-то, покупать, может быть, какие-то средства связи, или, может быть, книги покупать.
В общем, карта, которая говорит о том, что сегодня самое главное сконцентрироваться, чтобы не распылять энергию. И с людьми, с окружением нужно быть осторожнее, потому что энергии много, она такая резкая, да, легкая, можно кого-то ранить словом, поэтому вот нужно быть осторожнее. Что будет помогать? 7 чаш. Карта говорит о том, что для того, чтобы все успеть, у нас должны быть желания, которые мы распределим, да, по списку. То есть желания желаниями, да, но мы должны это все систематизировать, то есть приложить разум к этому, чтобы действительно добиться желаемого. А что будет мешать? Будет мешать паш мечей. То есть когда нам не хватает какой-то информации, не хватает каких-то умений, знаний, навыков, нужно обращаться к профессионалам, нужно обращаться к специалистам, а не решать все самостоятельно, потому что ну, тогда точно будут ошибки. И еще не нужно себя ругать за ошибки. Если, допустим, уже что-то произошло, вот эта карта говорит о том, что мы можем просто себя поедом есть. Это тоже нам совершенно не нужно, никак это нам не поможет. И вообще, знаете, не нужно принижать свои достоинства. Вот карта дня у нас рыцарь мечей, да, то есть, значит, у нас действительно есть то, за что зацепиться, за что похвалить нам себя можно, какие-то достижения. Вот на это и нужно обращать внимание, но не умалять своих достижений. Посмотрим, что ждет в отношениях. 10 жезлов. Карта говорит о том, что в отношениях вы, конечно, перебрали, да, скорее всего, взяли на себя чужие обязательства. Может быть, это какие-то обстоятельства так сложились, и вы не могли по-другому. Ну, допустим, человек там в отъезде, ваш близкий, да, или, может быть, там со здоровьем что-то. Да, в общем, просто чисто физически ваш партнер не может вам помочь. Тогда это, конечно, карта понятна. Но если вы берете на себя как бы те дела, которые ваш партнер может сделать, то тогда это как бы может закончиться для вас потерей сил, да, потерей настроения, потерей желания вообще заканчивать какие-то дела. И вы можете просто вот с такой позиции, да, когда вы очень сильно устали, когда вам уже ничего не хочется, вам вообще хочется все бросить, вы можете тут каких-то неприятных дел сотворить, да. Но вообще это 10 жезлов, карта, когда мы заканчиваем какие-то важные дела. Если у вас была какая-то общая работа с партнером, да, может быть, это касается дома, да, потому что вот здесь у нас на рисунке такой холм, на нем крепость, дом стоит, да, и вот человек туда идет. То есть, может быть, были какие-то у вас там перестройки, перестановки, ремонты, может быть, что-то вы решали с недвижимостью, да, то как бы тогда эта карта говорит о том, что у вас наконец-то получается закончить какое-то важное дело, но с трудом, то есть очень сложно. Но и опять же, здесь один человек только изображен, как кто-то из вас берет больше на себя, чем другой. То есть нужно распределить обязательства. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что у вас вполне здесь возможна встреча, да, но самое главное, знаете, вот посмотрите, вот эти два человека, ну вот так, допустим, буду держать, чтобы было видно, вот эти два человека, они смотрят в разные стороны, да, наверняка рядом с вами есть какой-то человек, скорее всего, связанный с вами по работе, на которого вы совершенно не обращаете внимания и не думаете, что он может стать как-то вам близким человеком, да, то есть вы в каких-то фантазиях своих витаете, у вас есть какой-то идеал, может быть, даже не жизненный, да, может быть, такого человека не существует, и вот вы фантазируете, вы тут живете в своих иллюзиях, а рядом с вами человек, который действительно как бы устал, может быть, от одиночества, да, и у вас действительно может получиться как бы семья, и дом, и все на свете, да, но вы как-то не воспринимаете. И тут женщина у нас как-то слишком уж в идеалах, да, а мужчина, он такой как бы земной, да, он в принципе старается, он хочет, он, может быть, ищет даже, но много слишком у него уже было таких встреч, которые, ну, как бы, которые ему, в общем, с людьми, которые ему не подходили, да, с девушками. Вот, а вы тут рядом и не смотрите друг на друга. Он не видит вас, потому что вы смотрите в другую сторону, а вы его не замечаете, потому что у вас совсем другой идеал. Поэтому вот смотрите, обратите внимание на человека, который вот рядом с вами где-то, на которого вы совершенно... Он какой-то такой работящий, он трудяга, да, это человек, который не боится брать на себя ответственность, еще и чужую может прихватить. Может быть, он там за кем-то ухаживает дома, да, может быть, там на нем все обязанности по каким-то вопросам связанным
с обеспечением, да, семьи, допустим, там, родителей и так далее. То есть вы обратите внимание на такого человека. Вообще у нас десятка жезлов – это карта, которая говорит о том, что это человек, у которого есть какие-то цели, планы, он стремится развиваться, но в данном случае у него какие-то сложные обстоятельства, он в каких-то рамках находится, вынужден тяжело работать, кому-то помогать. Вот, может быть, по этому описанию вы узнаете этого человека. Для тех, кто в паре. Здесь, смотрите, изображена девушка, которая едет в машине, смотрит в стекло и в окно и видит, что по лесу бежит ягуар, да, лев какой-то. Смотрите, как интересно. То есть получается так, что вы от своего партнера отделены. Да, вы смотрите на него как будто через какую-то преграду. Может быть, его не видите вот именно в таком цвете, в цвете, какой нужно, да, не понимаете его. И, может быть, вам действительно нужно отдалиться, посмотреть как бы издалека на человека, на близкого, да, почему вы вместе, что вас вместе держит, что он делает для семьи, для отношений. Посмотрите, здесь как бы изображено животное, которое бежит, да, быстро бежит, то есть у него есть какая-то цель, но из-за того, что он там в делах, в работе, он не обращает на вас никакого внимания, и это вас может мучить, раздражать и так далее. То есть вы просто, если поймете, что сейчас человек просто не может физически, да, уделить вам внимание, там, выслушать, понять, что для этого просто будет время, когда он закончит какие-то свои дела, тогда у вас может быть в отношениях как бы все наладится, да, то есть стоит вам сейчас просто понять его позицию, посмотреть просто на ваши отношения как бы издалека, да, сверху, оценить как-то по-другому. И смотрите, он к своей цели как бы одним способом идет, вы к своей цели другим способом идете, да. То есть получается, что вы идете в одну сторону, и вам не нужно друг на друга обижаться. То есть вы смотрите на него, да, а он смотрит на свою цель. То есть вы тоже смотрите на то, что вам нужно, да, что бы вы хотели в жизни в своей сделать для себя лично. И тогда у вас не будет ссор, конфликтов, вы будете как-то задействованы в своих каких-то интересах, он в своих, и вместе придете к тем целям, которые вот вам нужны. То есть, смотрите, здесь просто нужно переключиться и переоценить ситуацию, чтобы не было каких-то сложностей, да. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что действительно ваш близкий человек причинил вам боль. И, скорее всего, это как бы не должно быть, не должно прощаться. То есть даже если этому человеку плохо, да, это не значит, что он должен близкого обижать, как-то причинять ему боль, страдания и так далее. То есть, возможно, даже ваши отношения и не нужно продолжать, потому что если близкий человек, он уже совершенно не близкий, да, ему как бы неинтересно, чем вы живете и что вы чувствуете, наверное, такие отношения лучше не продолжать. То есть подумайте хорошенечко, да, может быть, вы слишком много взвалили на себя ответственности за ваши отношения, а ему, может быть, это совершенно не нужно. А теперь работа. В работе у нас шестерка мечей. Карта говорит о том, что, смотрите, тоже мечи, да, очень может быть, что сегодня будут какие-то перемены. Шестерка мечей – карта, когда мы готовы к переменам. Или карта, когда мы нуждаемся в чьем-то совете, да, вот мы уже об этом говорили. То есть прежде чем что-то предпринимать, нужно собрать всю информацию, которая необходима. Если есть какие-то сложности с пониманием каких-то вопросов, может быть, даже юридических, да, профессиональных вопросов в отношениях, кто что сказал, кто что сделал, у кого какие цели, да, то тогда, может быть, и стоит обратиться к специалисту для того, чтобы к специалисту, либо к человеку, которому вы доверяете, да, который может дать отдельный совет, а потом только уже действовать. Также шестерка мечей говорит о том, что у вас очень много будет сегодня вопросов, связанных с какими-то коммуникациями, с договорами, консультациями, соглашениями. В общем, вы все время будете в такой информации, вы все время будете, может быть, расширять круг ближайшего окружения, вы все время будете в каких-то
знаете, обстоятельствах, когда нужно договариваться, когда нужно проявлять понимание к другим людям, терпение, да, и так далее, и так далее. То есть тут работа с бумагами, может быть, подписываете какие-то договоры. Здесь может быть даже какой-то, знаете, переезд, может быть, в другой офис, или, может быть, вам предлагают поменять должность, да, или, может быть, вы сами решаете поменять место работы, может быть, поехать в другой город. Ну, в общем, какие-то тут очень важные перемены у вас происходят. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вам придется меняться, вам придется учиться чему-то новому. То, что вы привыкли делать, сейчас не нужно. Или нет возможности сейчас трудоустройства, да, вам нужно учиться, вам нужно, может быть, куда-то переезжать, может быть, нужно профиль менять или еще что-то такое. Здесь вот изображена девушка, да, которая, ну, как бы, у которой кожа на замке, то есть это как у змеи, да, нужно скинуть кожу одну, и там у нас уже совершенно другая будет. То есть нужно полностью поменять, может быть, внешность, да, в том плане, как мы выглядим, какая у нас одежда, как мы себя преподаем, как мы чувствуем, да, и, в общем, то, к чему мы привыкли, нужно менять, подстраиваться под ту ситуацию, вернее, даже не подстраиваться, это неправильное слово, а меняться в соответствии с временем, с требованиями и так далее. То есть, возможно, просто пришло время меняться, стать другим человеком, да, другим профессионалом, может быть, новому чему-то научиться. Для тех, у кого свое, вернее, у кого есть работа, здесь у нас карта говорит о том, что вам может потребоваться действительно помощь срочная специалиста, либо может быть потребоваться срочный там перевод, срочное обучение, да, и нужно обязательно не самому с этим справляться, а нужно просить о помощи обязательно. Иначе вы или не успеете, да, или, может быть, что-то неправильно сделаете, ошибку какую-то совершите, которая может вам дорого стоить. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что вы выходите на новый уровень, у вас появляются какие-то возможности, вот, знаете, выбраться из какого-то критического положения, из критической ситуации. Там, где вы действительно можете себя реализовать, заработать, причем это все будет легко, с удовольствием, да, и так как это крыша, это достижение каких-то очень важных ваших целей, да, вы порадуетесь тому, что вы смогли сделать сегодня. Может быть, здесь будет осуществление каких-то договоренностей, подписание каких-то контрактов. Так, у нас 2 человека здесь, да, на крыше. То есть это значит вот какое-то взаимодействие, либо какой-то клиент, которого вы давно хотели, с которым давно хотели работать, или это партнер какой-то, да, то есть действительно здесь какой-то выход на новый уровень. И здесь у нас как бы крыша, башенки, да, то есть небо, то есть исполнение всех самых лучших желаний наших. А теперь финансы. 7 мечей. Карта говорит о том, что в финансах мы должны больше думать о том, как зарабатывать по-другому, как зарабатывать так, чтобы проявлять лучшие свои качества, какие-то скрытые качества, да, которые мы раньше не использовали для зарабатывания денег. Это может быть какой-то новый совершенно источник дохода. А 7 мечей – это у нас Луна в весах, астрологическое соответствие, да, этой карты. То есть получается, что весы – это наши договоренности прошлые, а Луна – это уже какие-то перемены или какие-то неясности, да. То есть не ждите, когда разрушатся какие-то ваши договоренности, начинайте что-то новое заранее для себя, да, какой-то новый источник дохода ищите. Для тех, кто зарабатывает наемным трудом, да, здесь вот карта, которая говорит о том, что в ваших руках появляется возможность какое-то свое финансовое желание исполнить, получить в достаточной мере денег, да, но для этого нужно обязательно как-то выражать себя, выражать свои способности, таланты. И сегодня, видимо, для этого представится возможность. Может быть, это будет какое-то предложение у вас. Можете, кстати, даже и денежек тут получить совершенно неожиданно. Для тех, кто своим делом зарабатывает, ну, здесь, смотрите, здесь вы, скорее всего, попадаете вот в новую реальность, да, то есть и эта карта у нас говорит о том, что вы как-то по-новому будете теперь действовать, и денег у вас тоже может стать больше, и даже, знаете, вы, может быть,
попадете в такое течение, в такой поток финансовый, да, что даже не думаете, сколько вы там можете заработать. Посмотрите, здесь у нас дракон. Дракон – это всегда как бы обозначение такого денежного благополучия, да. То есть дракон – символ, знаете, доступа к каким-то большим деньгам, да. Вот смотрите, для вас сегодня может такая возможность открыться, либо, знаете, как бы первый шаг вы туда сделаете, либо уже что-то можете получить. И по итогу дня у нас выпадает карта Шут. Карта Шут говорит о том, что вы осознаете, что для вас наступил момент X, когда нужно сделать выбор, да, вот что-то неожиданное происходит, какие-то предложения, у вас какая-то свобода действий появляется, да, может быть, для реализации появляются возможности, и вот вы понимаете, что от того, как вы, какое решение вы сейчас примете, как вы начнете действовать, будет ли у вас смелость для того, чтобы проявить себя как-то по-новому, начать зарабатывать по-новому. От этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. То есть действительно день очень важный. Друзья, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Желаю вам удачи, всего вам доброго, до новых встреч.